Yıldızlarımızla tanış olduk, hürmetli seyirciler. Yayınımızın devam etmemiz neler ogde meraklı misafirimiz. Şimdi meraklı misafirimiz çünkü kuz mevsimi, yaz mevsimi geçti, kuzda geçiyadır ve kış bizni böyle karşılay ve şu sebepten bizim misafirimiz İsmet Mustafayev turistik şirketinin müdiri. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Sabah şefleriniz hayırlı olsun. Olsun. Asıl keyfiniz nasıl, sabahınız nasıl bizge yetip geldiniz? Sabahımız yaxşı. Turduk, uyandık, sizge keldik misafirlikке. Şehir içinde probkalar daha yok mu? Şehrin içinde пробкалар бар. Endi başlandı. Да, на удивление. Я никогда не думал, что 8 часов у нас уже такие загруженные дороги. Но оказалось, что пробки у нас уже и 8 часов есть с утра. İsmet Bey, böyle sual mına sizni turizmden uğraşkan insan dep taqdim ettik. Mümkün olsa işiniz hakkında böyle tafsilatlıca bizge tarif etseniz. Туризмом в Крыму я занимаюсь с 2008 года. На самом деле начал заниматься еще раньше, где-то с 2001 года. Я работал в Турции около 7 лет представителем туроператора. После этого вернулся в Крым и в 2008 году основал фирму, которая работала как турагентство, то есть продавали путевки туристические для наших жителей, для Крыма. Принимали также гостей из других стран, из Турции в частности, организованные группы, проводили экскурсионные туры по Крыму. Eğer şimdi bu turizm meselesini daha öyle çok açıklasa, neler yapılan, nasıl şekilde bizim yarımadamızdaki yaşayan vatandaşlarımız kayırge barmağa istiyorlar, nasıl memleketlerini seçiyorlar, nelerini istiyorlar? Для наших жителей полуострова самые популярные курорты, как ни странно, это была Турция. Хотя, в принципе, по климатическим условиям, похож на Крым, Турция. Также популярностью пользовался Египет. Сейчас, после того, как закончился туристический сезон в Турции и закрыт Египет, наши жители отдают предпочтение таким странам, как Вьетнам, Таиланд, Индия, немного Доминикана. Onlar nasıl mevsimini seçip alırlar böyle Kırım'ın? По-разному. Мы для Крыма, я считаю, такой пиковый сезон в плане выездного туризма – это сентябрь и по конец января. Потом в феврале еще немножечко и в марте на детские каникулы. Ne için Vietnam, bu taraflar, Azya tarafları, ne için Azya tarafları öyle oge kettiler, ne için onlar şimdi herkes uyağa barmağa istiyor? Дело в том, что зимой самый подходящий по климату – это та азиатская часть, потому что на сегодняшний день температура воздуха там от 25 до 30 градусов. Pek meraklı. Mına Kırım'a endi kelsek, ana vatanımız çok güzel ve çok insanlar aytalar ki benim balamны başka memlekette, Rusya'da, Ukrayna'da yaşayan insanlarımız aytalar ki benim balamны ekimler bu yerge yiberdiler. Biz de keldik, balam için keldik. Sizin fikrinizge göre Kırım kaçıncı böyle yerde tura dünya boyunca böyle turizm cihetinden ve ondan da gayrı nasıl bizim yerlerimiz var Kırım'da böyle tedavilenmek meselesinde? Тяжело так сразу оценить Крым, потому что по климатическим условиям Крым не самый подходящий. Есть регионы, которые круглый год подходят для отдыха. Крым, он более такой подходящий для отдыха в летний период, то есть с июня по, сейчас даже по конец сентября. А так, в плане лечения, конечно, Крым является уникальным местом, потому что на маленьком полуострове можно лечить как практически все, там, начиная от органов дыхания и доходя до опорно-двигательной системы. То есть это такая жемчужина. Böyle sağ şehrine geçsek, anda sizin fikriniz neler var ve böyle işler hakkında nasıl böyle aytalar ki böyle sağ şehrinde bütün tedavi işleri böyle şeyler tuzlu gol böyle şeyler her bir şey var ve şimdi kış mevsiminde Kırım'a sağa geleler mi? Да, приезжают, безусловно, но
как на мой взгляд, так нужно развивать инфраструктуру, потому что тем, кто приезжает лечиться, им нужен, ну, кроме лечения, также нужно какие-то, знаете, вот места, где можно провести время, то есть кафе, там, рестораны. Насколько я знаю, вот по моему видению, в Саке и в Паторе зимой такой немножко мрачный образ принимает, потому что народу нету, ну и особо делать там нечего, кроме лечения. Нужно развивать как курорт такой туристический. Исменде, мен білесем, башында алдын оле суалыны бермек керек еді. Сіз әр вақыт инсанларны башқа мемлекетлерге yolлайсыңыз, ама Қырымға давет етесіңіз ме? Да, конечно. Мы разрабатывали программы по сотрудничеству с турецкими партнерами, принимали организованные группы здесь, катали. Ну, группы были направлены исключительно на экскурсионные маршруты, то есть приезжая там на, условно говоря, там 5 дней, 4 дня было отведено для экскурсий по Крыму. Мы показывали Бахчисарай, Феодосию, ну, показывали в основном достопримечательности, связанные с Крымским ханством. Вот такие вот экскурсии проводили. Бұнан ғайры, егер сіз айттыңыз, біз тақдим етеміз. Егер де біздің ватандашларымыз башқа бір девлетке кетселер, анда раталмаға істеселер, анда насыл оларны қабул етелер, ве мұнан ғайры нелеріні оларға тақдим етелер. Яғни айталар ки, all-inclusive, бөле меселелер ақында айтсаңыз. На сегодняшний день всего лишь 2 страны, ну, уже даже 3 страны, которые в полном объеме предоставляют услугу «Все включено», и даже «Ультра» все включено. Это первая, конечно, самая первая страна, которая начала предоставлять услугу, это Турция с ее делюкс-отелями. Вторая страна – это Египет, который начал равняться на Турцию. Ну и третья страна, которая сейчас предоставляет систему «Все включено» у себя в отелях, это Доминикана. Мерахлы, мына сіздің пікіріңізге көре келген инсанларны бірінші олара Қырымда насыл ерге алып барасыңыз? Ве не үшін? Ну, возим мы в отеле, в места их размещения. Ну, потом наши ребята предлагают варианты экскурсионных маршрутов. Ну, наиболее любимыми для туристов сейчас являются Бахчисарай и Севастополь. Судак, Ялта. Судак, вы знаете, он популярный, но популярный, наверное, уже по месту. Вот жители Феодосии, туристы, которые отдыхают в Феодосии, судаки, они ездят, смотрят. Ну, для тех, кто проживает в Ялте, там, в Евпатории, судак не очень интересен. Они предпочитают провести время в Севастополе, съездить на экскурсию в Севастополь, либо съездить посмотреть Ялту. Исмет, ойлы суал, бірчоқ инсанлар олар ратланмақ үшін деңіздерге кетелер. Ама деңізге кетмеге істемеген инсанлар бар ма? Бар ма? Кім істей ойлы деңіз олмаған ерге бармаға? Медени аятқа. Белки медениетмен оғрашмақ үшін. Ну, есть туристы, для которых отдых на море не первостепенен. Те страны, которые едут не для того, чтобы загорать, а в том числе и позагорать, это Объединенные Арабские Эмираты. Люди едут туда с удовольствием, посмотреть на архитектуру, посмотреть на саму страну. И много у нас туристов, которые ездят в Европу в автобусные туры. Понятно, что ездят по нескольким странам, посмотреть достопримечательности, изучить там историю стран. Оларны анда сіздің инсанларыңыз қабыл етемі, яда бұл ерде яшаған инсанлар? По выездным турам мы работаем как турагентство, мы продаем путевки туроператоров. То есть все группы, которые выезжают наши за границу, где-то в 99% это организованные группы, которые встречают, принимают, размещают и проводят экскурсии. То есть везде есть представитель от туроператора. Учақлар мәселесіне келсек, әрбір мемлекет қабыл етеміз шымды бөлек Қырымда? Практически, да, все страны. Ну, в зависимости от того, куда едете, практически на сегодняшний день все страны принимают российских туристов. Проблем
у нас не возникало пока. Асыл оле жолжулук эгер меселесин да бир кире алсак, Ахмежиттен Москвага, sonra Москвадан дүйнөнүн көчөлөрүнө кетесиңиз. Да, конечно. На сегодняшний день Симферополь, Москва, и дальше из Москвы уже в любую точку мира. Исмет бей, сиз оле бир чок жыл девамында туризм менен ограшасыңыз. Сиз оле өзүңүз devlet farklı memleketlерге барасыңызмы? Ну да, ездим, но не так часто, как хотелось бы. В силу загруженности графика рабочего не получается съездить. Нерге бармага истер едіңіз? Ойле эн истеген еріңіз, шермі, мемлекетмі? Да без разницы, отдыхать везде хорошо. Да, хорошо. Я хотел бы в Доминикану съездить во Вьетнам хотел бы. Я думаю, это в ближайшее будущее осуществим. Насыл ерлерге бардыңыз, сыр олмаса? Ну, я был только в Турции, был в Египте. Это ближайшие страны. А Крым меселесінен қиясламақ қайерде яқшы? Да хорошо везде, везде и в Крыму. Знаете, вот в 2015 году, когда мы начали сотрудничество с одним из крупных российских туроператоров по экскурсионному обслуживанию их гостей, я возил здесь человека, показывал достопримечательности Крыма, который также живет в Крыму. Он, увидев эти наши достопримечательности, он работал там в Таиланде, работал в Египте, работал в Турции. Он мне сказал: Исмет, ты зачем меня отправлял в те страны работать? У нас же у самих так много достопримечательностей и намного красивее, чем там, за границей. Она ойляет, это мнение независимого эксперта. Нейсе, Исмет бей, более ярым адамыз гүзел, демек бізге де туристлер келер. Асыл сіз ойле білесіңізмі, не қадар турист біздің ярым адамызға ойле енді шай алсақ, яз девамында, яда бүтін жыл девамында келе? Ну, я не знаю, сегодня, сколько сейчас приезжает, там публикуют все разные цифры, говорят, кто-то, что встретили 4 миллиона, 5 миллионов. Ну, я знаю, что потенциал у Крыма большой, можно встречать и больше туристов. Нужно просто развивать инфраструктуру, строить гостиницы. Сағыңыз Исмет бей, сөзіңізді бөлгеніміз үшін, ама біздің вақтымыз бөлі чегерелі. Шу себептен біздің телесерділерімізге нені тілемеге істейсіңіз? Ну, я пожелаю больше отдыхать. Бұның ғайры башқа бір şey етмеға істемейсіңіз. Ну, этого достаточно, я думаю. Нейсе, çok sağ olun. Сағыңыз келгеніңіз үшін. Pek meraklı oldu. Bunların hepsini öğrenmege. İnanam ki yakınlarda daha görüşürük. Belki daha yanı mevzular açıklanacak. Çok sağ olun gelgeniniz için. İşlerinizde muvaffakiyet dileyimiz. Daha çok bizim vatandaşlarımız Kırım'ı sevsinler ve Kırım'da böyle gezsinler. Yok, ben başka şey verdim. Bizim vatandaşlarımız başka memleketlerini öğrensinler, bizim medeniyetimizni onlara takdim etsinler. Ve Kırım'a daha çok insan gelsin, sizin turistik firmanızla tanış olsun, bizim Kırım Tatarlarla tanış olsun. Çok sağ olun gelgeniniz için. Sağ olun, davetiniz için sağ olun. Hürmetli seyirciler, yayınımızda devam etemiz. Ogde en meraklısı asıl seyahatlar, öyle ziyaret meselesini hepsini açıkladık, öğrendik. İnsanlar farklı memleketlerini ziyaret etti. Şimdi ise bizde neler var? Pek meraklı rubrika. Şimdi ben öyle belirlesem, benim için daha meraklı olacak. Sen seçip alarsın dükkanlarga kirgende. Yok, ben aslında o kadar pek ilgilenmem ama ben öyle dikkatle bu rubrikanı seyredeceğim. Hürmetli seyirciler, buyurunuz, biz şimdi pek meraklı mevzunu açıklayacağımız.